Во время вчерашнего разговора с Шеварднадзе он заявлял мне, что не может быть и речи о вводе войск Госсовета на территорию Абхазии. Тем не менее, сегодня агрессия совершена. В этот трудный для нашей Родины час я обращаюсь к каждому ее гражданину, какой бы он национальности ни был, встаньте на защиту Абхазии. В таком единстве мы непобедимы. После армии дома занимались чем попало. В колхозе-то еще были, помогали родителям. Ходили бизнесменами стать, кто что возил туда-сюда по-разному. Ну, обстановки, которые были, ну, как бы мы молодые были, все как бы мимо ушей пропускали, может, как бы, война где-то там, у нас все будет нормально. Мы не думали об этом вообще. Как-то кто другой, но все равно какие-то люди-то, они больше думали, может. Мы все-таки молодежь по-другому всегда думает. Я сейчас как бы годы проходят, понимаю, что мудрее становится человек подстарше, когда. А так у нас был ветер в голове, как бы заработать, как бы что-то сделать. Но все равно мы готовы были. То получалось, то не получалось, но эти все мелкие дела. Ну, а потом тоже, сами знаете, война началась. С первых дней войны стал с соседями. Сперва оружия не было у ребят, ничего не было, одни централками даже. Соседи мои были. Ну, как бы все равно находился рядом, помогал, чем мог, даже те, которые ребята находились на позиции, там продукты, семьям относили мы, собирали вот так, чем могли, помогали. А потом уже, когда армия начала создаваться, оружие уже встало в ряды со всеми. В отличие сейчас от нашего вот детей, вот нашего поколения, вот вашего поколения, по-моему, мы все ребята как бы прошли советскую ход-армию. Мы были закаленные, понимаете? И вот эту войну, что когда началось, ребята в основном были кто танкистом был, кто вот, допустим. Ну, просто мы были шустрые, мы спортсмены были в основном. Ну, вот, мы не воевали нигде, но просто-напросто мы были простые деревенские ребята. На тот момент вы жили в селе Лыхны. Село Лыхны, там место Бамбора. Да. Естественно, были события 89-го года, но насколько вы понимали, что вот сейчас правда война начинается? Нет, там знаете, как получилось, я этот момент хорошо помню. Тогда парламент республики перед этим был, о независимости свою провозгласил парламент. И буквально там через 2-3 дня эта война началась. А как она началась, как я это услышал, я снова, как всегда, летом помогал там в огороде. Вышел, сигареты у меня закончились, это в обед время было, я вышел, думаю, или в магазин сходить, или там у ребят, там рядом, которые есть, у них попрошу. И как раз там ребята, соседи были, абхазцы как раз стояли. Я подошел к ним, мне один из них сказал, говорит, народ, говорит, война началась. Говорит. Я думаю, что юмор какой-то, все равно в мыслях такого не было. Он говорит, да, серьезно, говорит, вот такие дела. Первое мое действие, что пошел, само собой, который грязный был, переоделся, стал с ребятами, вышел туда, на пост ГАИ. Там мои одноклассники живут, там, во-первых, все в нашу школу, вот пост ГАИ в Бамборах, там, который есть в Бамборске. Ну вот с первого дня я с ребятами рядом был, ну, ничем не мог помочь. Ни оружия не имел, ничего против, ничего. Ну а потом совместно уже вот дальше уже мы искали выход из положения. Все ребята первые кинулись, те храбрые ребята, старшие ребята, которые по возрасту были. Там рядом у нас пансионаты Гудаута, Осетия, там есть тот другой, там очень много было беженцев из Ачимчинского района, были из Сухуми. И туда и добровольцев привозили, вот которые с Чечни, с Кабарды, соседи, ребята, они там находились. Но вот они как-то начали к нам в деревню заходить, ну вот так, чисто, кроме всего, где-то может выпить или что, вот так вот. Но я там познакомился, там были осетины ребята, чеченцы ребята. Вот с ними я начинал это все. С ними ездил там на позиции, отдыхать. Один автомат на 5-6 был. Начало было так. Мы начинали очень тяжело. Наши бойцы, не знаю как, просто в количественном отношении очень было намного, они превосходили технику. Ребята просто насмерть шли.
Я преклоняюсь всегда, я говорю. Первые, которые ребята погибли, это одни из были смертников. У нас в селе, когда убили здесь в Гаграх, ну, с нашего селения, Чабаров, Робик такой, он такой был близок с отцом какое-то время. А когда я с армии пришел, уже мы с ним начали дружить. Но он очень храбрый человек вообще, по жизни он был очень храбрый человек. И когда мы уже находились, вот как я вам говорю, в Афонском, вот это, где очень водопад, там гостиница была, мы, наши резервные эти, там находились мы. И мой одноклассник, там, Дима Герия, говорит, Арут, говорит, ты на похороны не едешь? Я говорю, а что случилось? А Робика убили. Вот мы, когда мы приехали, я просто увидел, и у меня такое сочувствие пошло, не только просто все, а за что он должен был умереть. Также Стопик тоже не увидел рождения своего сына. Вот это все она когда-то. Даур Тарба, он у нас заочем работал, а я его помню еще, когда он в школе был учеником, он старше меня. Тоже так же оставил семью этим, погиб парень здесь в Гаграх. Также вот начало войны очень надо. Там 3 ребят возбовцев, они все были двоюродные братья. Их отцы были родные. Сказали, их 3 привезли. А у нас по-соседски тоже их родственник жил. И они оплакивали, когда это было мне очень тяжеловато, это на это смотреть. Что молодежь просто гибнет на глазах, и никто ничего не... Весь мир молчит. Контактный первый сильный бой у меня был в Тамышской операции. Вот и когда мы высадку сделали, руководил у нас Заранди Лакут. Вот там было очень, рядом со смертью все было. Даже снаряды рядом везде падали, а ты маленький окопчик сделал. Ты не знал, короче, в любой момент снаряд мог бы и на тебя упасть. Не все же смогли пойти воевать, Ну, да, потому что да. это вот должны быть какие-то качества у человека, наверное, там какая-то черта характера, еще что-то. Вот не мог так находиться в стороне. Вообще в школе и везде я был, старался ближе быть к ребятам тем, которые ребята вот именно за правое дело, за правду как-то. Я как мог бы стоять в тени, а потом жить этой, когда вот, допустим, соседи умирает, то другой. А я здоровый в лоб, сказали, он сидит дома, не выходит даже на улицу. Как я потом жить было? Как не рядом стоять? Мы все же не какие-то спецназовцы были, мы же ни войны не прошли. Но просто друг друга, когда рядом стоишь, уже теплее становится, уже об этом не думаешь. А еще когда вникнешь, наоборот, уже тебе самому даже хочется рядом быть. Ты не можешь оставить, потому что их как такого было очень малолюдно сперва. И оружия не было, и малолюдно было. Молодежи не хватало же у нас. А потом добровольцы пришли. И как-то в стороне стоят, добровольцы со стороны пришли бы, сказали, этот Лабут стоит здесь, а мы там воюем. Вот это чтобы не было. То вы сами воевали у Шамиля Басаева. Да. Вот расскажите, как вы вообще попали к нему, как это все произошло и каково это было? Ну, там как-то у меня несколько... Я дружил с ними. Сперва с ними не воевал. А потом после десанта, вот в десанте вместе, когда мы были, снова так получилось, что в госпитале мы лежали также с чеченцами, с ребятами, там, и к ним приходили ребята и абхазцы, там то другое, они были в одном. Там как бы мы сдружились туда-сюда. Ну, я всех в основном знал, этих ребят. И я говорю, ребята, я говорю, мне неинтересно на корабле, я лучше выйду воевать. Вот этот десант я так и вышел. Я как такого батальона не имел. С ребятами промкнул вместе с ними. Ну, ты находил истинных людей везде. Вот там было она видно, кто человечество, то другое. Друг другу уважение, друг другу этого. Ты находил общий язык, и ты хотел рядом всегда находиться с этими людьми. А как-то дома сидеть, все равно ты выйдешь, хочешь узнать где-нибудь. Трудно было 2 года 2 месяца нам, война была. Но как не быть на войне? Да, в принципе, это вся жизнь война, по-моему, я так понял. И в политике, и в этом. Она, ну, только по-разному она идет. И в жизни тоже ты воюешь с этой жизнью, с негативами, то другой. А так, то, что это было, там просто со смертельным исходом очень
получается. Очень много жертв было. Только слышно было, того похоронили вчера, того завтра хоронят, то другое. Вот она, в чем она отличается от этого, что много жертв. А так вся жизнь война. Как вам сказать? Человек просто чувствует, что он ответственность больше должен быть. Больше просто семью любить начинаешь. Больше вот ценишь вот этого всего, которого, может, ты не замечал. Как вам объяснить, чтобы... Вот, допустим, я тогда думал, что я молодой, ничего не думал. А тут раз ты думаешь, ты рядом со смертью шел. И в любой момент человек может как бы умереть. А надо вот семью иметь, надо семью сильную делать, чтобы она не слабая была. Вот в этом заключается. Ну, живу как нормальная семья. У меня полноценная семья. Ну, за исключением отца нет, мать живая, больная, ну так, в этом отношении. А так у меня полноценная сын, дочка, у меня 2 детей. Как такое, что работать, дальше жить. В этом у меня, наверное. Больше что, а так нормально все. Что самое важное, вот как вы считаете, в вашей жизни на сегодня? Ну, важная жизнь в данный момент, это, как и у любого человека, это семейный уют. Как бы лучше быть уют, друг другу взаимопонимание, но само собой и со всеми в обществе быть, как по мере возможности быть очень вежливый, культурным. Если можешь, помоги, не можешь, плохое не делай, я так вообще живу. Если вдруг ваша родина окажется в опасности, и ваш сын примет такое решение, как вы 30 лет назад, как вы на это отреагируете? Да, они уже взрослые. Уже как нас, такие вещи, ты что скажешь? Это, ну, они все равно по-своему будут. Как я в 23 года сам по-своему делал. Тот, который мужчина, он пойдет, кто не может. Это не дано каждому. Тоже судьба мне сказала, что здесь умирать даже им, значит, придется в трудный момент снова рядом стать с народом. Только одним. И другого нет. Я и сын должны стать с народом. Я, может, даже так будет, что в Гудову-ты поеду, оттуда пойду, потому что я там, ну, вырос, и мне больше как бы это помню. А так только с народом. Как народ решает, так ты должен делать. Нет, тогда только с народом надо быть. В этот трудный момент тем более. А если трудный момент ты с народом не будешь, а зачем ты тогда с тобой считаться? У меня и радость, и где-то, ну, больше, мне кажется, у меня грусти всегда. Я радуюсь только, когда вот дети радуются. Все дети, когда радуются в этом, это я уже, а так все равно, она остается болью. Скоро День Победы, 30-летие Победы. Что для вас значит этот день? День Победы – это радостный день. Чтобы, дай Бог, хорошо наши дети учились, работали, занимались спортом, как я могу назвать. А лично для меня, что если республика радуется, я еще больше радуюсь душой.